Направляемся в сторону сада через такие переулки. Сейчас покажу. Такая жизненная атмосфера, этот запах заставляет меня тут остаться. Рядом горы, запах сена. Все прекрасно. Еще говорят, тут вот для привала пешая остановка. Вот. Подошли, разгрузились, отдохнули, присели. Поднялись выше, а снег все ближе и больше. Замерзший уже. Это все орехи. Представляете? Сколько лет этим деревьям? Ежесекундный перевес помогает, конечно. Опора такая. Теперь начинаю понимать, для чего палка. Легко с ней, очень просто. Просто немножко повалился, все. Наконец дошли. Тут, как я заметил, у каждого дома, у каждой деревни есть свой сад. К примеру, вот мы пришли в наш сад, который нам нужен. Сколько там? 2 километра мы уже прошли. Все далеки от дома. Покажу вам большое огромное дерево. Такая большая ель, по-моему. Поднимемся, посмотрим, там немножко отдохнем и дальше. Снег. Чисто песок. Вроде сейчас через пару метров опять снег, но... Сколько лет предполагаемые, пишите в комментариях, но
насыщен. Говорят, год за годом она себя закрывает. Постоянно тень тут. Летом хорошо под ней отдыхать. Тут ставят палатки, вот, отдыхаешь, вид на горы. О, просто класс. В такой погоде захотелось рыбы. Сейчас рассказали, что хорошее место. Сейчас идем смотреть. Честно говоря, замерз. Руки замерзли. Очень холодно, ребят. Приезжайте. Надумали приехать. Собирайте, самое главное, теплые вещи. Так как максимум пару часов тепло днем, солнце, и остальное уже холод и снег. В моем восприятии до сих пор лепешки — это самый вкусный хлеб, а если их еще и в тандыре испечь, то даже сравнить не с чем. Их в Средней Азии огромное разнообразие, от самых простых до праздничных. Простые лепешки называются обинон, об — вода, нон — хлеб, то есть хлеб на воде. Из указанного в рецепте объема продуктов получается 3 лепешки диаметром 20 сантиметров. Сначала нужно взбодрить дрожжи, развести их в половине стакана теплой воды с ложкой муки, отвести и просиять муку в миску, добавить соль, стакан теплой воды, разведенные дрожжи, вымесить тесто до гладкости минут 5-7, накрыть пленкой и поставить в теплое место. В общей сложности тесту нужно постоять 2-3 часа, но за это время его нужно 2 раза сложить. Первый раз через полчаса. Достаем тесто на припыленный мукой стол, руками разминаем его в лепешку и складываем, как на видео.
Убираем опять в миску, накрываем и через полчаса проделываем то же самое. Тесту нужно постоять еще час. Накладываем в середине дырочки. У кого-то есть специальные дыроколы. В Таджикистане они называются мухпар. Оно становится гладким и блестящим. Затем мажем маслом руки, отщипываем третью часть теста, выкладываем на лист или пергамент, лучше сразу на лист, от пергамента трудно отдирать. Сзади лепешки обмазываем соленой водой. Gul namezana.